Депутаты Государственного совета Чувашии сегодня в первом чтении одобрили трехлетний бюджет региона. Мнение о документе, который касается каждого жителя республики, слушала Ольга Пырочкина. Вместо летних парламентских каникул в этом году депутаты вместе с правительством региона готовили главный финансовый документ, отметил спикер парламента Леонид Черкесов. Так что удалось максимально учесть в предложении избирателей. А еще за время подготовки бюджет региона на ближайшие годы дважды пересматривали в сторону увеличения, подчеркнул министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Так, на 900 миллионов выросла собственная доходная часть после актуализации прогноза социально-экономического развития. А в конце прошлой недели Госдума России одобрила в окончательном третьем чтении бюджет страны на будущий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Благодаря поправкам в бюджет федеральный существенно выросла и казна региона. В частности, на 2024 год на 4 миллиарда 600 миллионов. Дополнительно 4,6 миллиарда в 2024 году распределяются следующим образом. 762,5 миллиона предложено направить на господдержку жилищного строительства, прежде всего по двум позициям. Это жилье многодетных и дети-сироты. Если в цифрах жильем получится обеспечить 160 многодетных семей, также квартиры смогут получить 414 детей-сирот. Особенно радует то, что мы с вами продолжаем решать вопросы, которые волнуют людей. Волновали долгие годы и волнуют сейчас, а самое главное, напрямую влияют на их качество жизни. Это прежде всего ликвидация очередей тех категорий населения, по которым государство в свое время взяло на себя обязательства. Увеличение бюджетных параметров позволит заменить 429 лифтов в многоквартирных домах и капитально отремонтировать 20 сельских клубов. Во время обсуждения основных статей расходов депутаты интересовались такими направлениями, как обновление сельхозтехники, расселение из аварийного жилья, молодежной политикой и другими. У меня вопрос касается больше модернизации тепловых сетей. Были озвучены такие города, как Козловка, Шумерля, Алатырь. И действительно, в последние 2 года там более 5 миллиардов рублей, на 2024 год более 900 миллионов рублей. Хотелось бы услышать, каких мы результатов достигли. По Шумерле сети практически завершены, строительство, по котельным завершается там монтаж. У нас, я сказал, где-то порядка 19 котельных. Все, что касается реконструкции, модернизации, в 2024 году мы Алатырь-Шумерлю завершаем. Так или иначе, все статьи расходов отражают приоритеты региона. Мы с вами в 2021 году приступили, как регион, к модернизации школы. И еще в 2021-2022 отремонтировали 52 школы у нас в республике. За 2023 год у нас с вами еще 53. И сейчас средства, которые запланированы в федеральном бюджете на 2024-2026 год, нам позволят отремонтировать и привести в порядок еще 43 образовательных учреждения. И отдельно хочу обратить внимание, что не каждый регион строит 7 школ одновременно. В общей сложности по доходам в следующем году республиканский бюджет составит 89 миллиардов 600 миллионов рублей. По расходам 91 миллиард рублей. Таких цифр никогда не было. Мы лидеры по темпам роста, занимаем первые места в Приволжском округе, фактически показываем пример всей стране. Как надо в таких непростых условиях наращивать объемы производства, увеличивать производительность труда. Подробное рассмотрение бюджета по статьям будет во втором чтении. Вероятно, тогда дискуссии будут более жаркими. А пока бюджет утвердили практически единогласно. 1 депутат против, 40 за. Все фракции проголосовали за. И, конечно же, очень важно, чтобы и ко второму чтению, а второе чтение у нас будет 30 ноября, мы доработали те вопросы, которые задали депутаты, более тщательно еще поработаем и примем уже в окончательном чтении. Ольга Пырочкина, Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии.